В эфире новости, в студии Анастасия Кобызева. Здравствуйте. Вот главные темы. Ливни и грозы с порывистым ветром пройдут в Якутии. МЧС рекомендует соблюдать правила безопасности. Заблудившихся пенсионеров нашли в Нюрнбергской тайге. Об истории спасения через несколько минут. Французская группа дает концерты, курсируя по глади озера. Меры безопасности соблюдены и зрители довольны. Линии электропередачи пострадали из-за лесного пожара недалеко от села Саболох Мумского района. На локализации очага работают 15 человек. По информации главы района Ивана Павлова, в 13 километрах от села Бор-Сысы возник еще один пожар. На тушение направлены 15 человек. Всего в Мумском районе действует 5 лесных пожаров. Непростой остается ситуация у села Сватай Среднеколымского района. Пламя тушат более 160 человек. По словам замглавы района Руслана Гаврилева, прямой угрозы для населенного пункта нет. Также тушение возгораний проводится на территориях сел Алека, Кёль и Эбях. Всего на территории Среднеколымского района действуют 4 лесных пожара. В целях ликвидации потенциальной угрозы от лесных пожаров и для защиты населенного пункта Алека-Кёль в Среднеколымском районе задействована аэромобильная группировка регионального управления МЧС России в составе 20 человек. В случае ухудшения обстановки для защиты населенных пунктов от лесных пожаров на территории региона в готовности к применению в городе Якутск находится аэромобильная группировка ведомства в количестве 70 человек личного состава и 9 единиц техники. Также сегодня запланировано применение авиации МЧС России на территории Момского района. Все превентивные мероприятия по противопожарной защите населенных пунктов выполнены. Задействованным в тушении лесных пожаров людям будет предоставляться бесплатное питание. Также будут направлены субвенции на организацию регулярных тренировок сотрудников парашютно-десантных служб, лесопожарных формирований и летчиков-наблюдателей. Это позволит поддерживать их постоянную готовность. Об этом накануне заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин. Тема особенно актуальна для нашего региона сегодня, когда достаточно большая территория республики охвачена лесными пожарами. Лесные пожары у нас сегодня действуют на достаточно значительной территории республики, и поэтому объявлен режим ЧС по региону. Нам помогают очень сильно и федеральные структуры. Как вы знаете, за последнюю неделю выделены дополнительные средства, практически $500 миллиона из федерального бюджета на решение задач по оперативному тушению пожаров. Также принято решение о бесплатном питании за счет федерального бюджета тех, кто занят на тушении пожаров. Это те решения, о которых я просил нашего президента Владимира Владимировича Путина, и благодаря поддержке личной президента страны вот этот вопрос, очень важный для республики, наконец-то решился. В Якутии пройдут ливни и грозы с порывистым ветром. По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки в Ленском, Алекминском, Хангаласском, Мегино-Кангаласском районах, а также в Якутске и его окрестностях ожидается дождь, местами сильный, местами с грозой. Порывы ветра могут достигать 9-14 метров в секунду. МЧС рекомендует населению республики соблюдать правила безопасности. Автоводителям быть внимательнее на дороге, двигаться со скоростью, которая обеспечит безопасное движение. В ветреную погоду следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем. В Нюрнбергской тайге спасатели отыскали заблудившихся пенсионеров. К слову, это далеко не первый подобный случай на юге Якутии. Подробности у Александры Цыбиковой. 70-летняя женщина и ее сын-инвалид 52 лет днем 23 июля пошли по ягоды и заблудились. Звонок от пенсионерки поступил на пульт оперативного дежурного Нюрнбергского поисково-спасательного отряда в 20:20. Поиски были организованы веерным способом. Спасатели-волонтеры начали прочесывать лесной массив. В кромешной темноте под сильным ливнем в 10 часов вечера пропавшие были обнаружены в километре от поселка Беркакит. Происшествия продолжаются. Потерялась девочка в районе Чульмана, тоже обнаружили успешно. И на сегодняшний день очень сложным мероприятием было для отряда это эвакуация пострадавшего в районе смотровой площадки Ремезе, это старый город. Значит, немножко неправильную информацию нам дали в панике. Мы вечером прибыли по звонку на место происшествия и обнаружили, что внизу на острове находится пострадавший мужчина 32 лет. Употреблял алкоголь, полез на дерево, почувствовал себя Маугли
и с высоты примерно 5 метров упал спиной вниз. Повреждения были очень серьезные. Переломы таза, ребра, бедренной кости и пневмоторакс средней степени. Решением отряда стала транспортировка пострадавшего до ближайшего места, куда можно подойти на лодке. В 23 часа его передали сотрудникам скорой помощи. Чтобы не стать героем подобных сводок новостей, не пренебрегайте мерами безопасности, не злоупотребляйте алкоголем, а перед выходом в лес проверьте заряд мобильного телефона. Александра Цыбикова, Захар Головин, Нирингри. Порядка 70 пациентов в день проходят онлайн-консультацию в облачной поликлинике Республиканской клинической больницы номер 3. В основном это пациенты с COVID-19. Платформу можно установить на телефон, она доступна в магазинах App Store и Play Market. Чтобы пользоваться приложением, необходима авторизация через портал госуслуг. Власти Якутии планируют и дальше развивать приложение. В будущем пациенты смогут получать консультации эндокринологов, онкологов, гинекологов и других специалистов. В данном приложении больше плюсов, потому что имеется подробно несколько пунктов в этом приложении. Жалобы, консультации онлайн, услуги, могут записаться, могут общаться с другими желающими врачами, с жалобами со своими. Российские школы с 1 сентября начнут образовательный процесс в традиционном очном формате. Об этом заявил министр просвещения России Сергей Кравцов накануне во время брифинга в Москве. Весь наработанный опыт в рамках проведения единого государственного экзамена будет использован при организации обучения в школах. Все требования Роспотребнадзора будут учтены, чтобы максимально обеспечить наших детей и учителей. Также Сергей Кравцов добавил, что с 1 сентября школьники начальных классов начнут получать горячее питание, а классные руководители – дополнительные выплаты в размере 5000 рублей. При этом никакие дополнительные региональные и муниципальные выплаты не будут отменены. Курс ипотерапии проходят воспитанники республиканской школы-интерната в Якутске в рамках проекта «Открытые сердца». Видят ли результат родители после занятий? Подробности у Юлии Великодной. Это 4-е занятие Данила ипотерапией. Особенно ему полюбился абсент. Так зовут лошадь, на которой он выполняет упражнения, наклоны и махи руками. Как правило, у детей со слабым зрением нарушена координация движений. Именно это исправляет верховая езда. Очень тебе нравится с лошадкой заниматься? Да, абсент хороший. Мне очень нравится кататься. Буду делать зарядку вот так. До недавнего времени Яна Находкина была единственным квалифицированным тренером по ипотерапии в республике. Суть метода заключается в том, что температура лошади на 2 градуса выше, чем у человека. Тем самым происходит разогревание мышц и их массаж. Мы в первую очередь делаем упражнения на равновесие, на все вот это вот. Потом учимся управлять лошадкой, как правильно с ней взаимодействовать. Сначала все боятся. Потом привыкают, расслабляются и уже не спускаются потом. Родители видят изменения уже после 1-го занятия. По словам Олеси Кондратьевой, ни один из многочисленных курсов реабилитации не дал такого результата, как ипотерапия. После занятий он даже стал ровнее сидеть, несмотря на то, что у него достаточно сложные аномалии развития позвоночника. Результат вообще виден с самого 1-го занятия на самом деле. И потом у сложных детей все-таки есть страх обычно, да? И благодаря тренеру Яна Алексеевна настолько профессионально занимается, и дети даже не переживают, даже нету никакого страха. Ипотерапия показана детям от 7 до 14 лет. Но чем раньше начать занятия, тем лучше. До конца октября курс терапии пройдут 100 детей. Проект «Открытые сердца» реализован благодаря гранту президента Российской Федерации Владимира Путина на сумму 1 700 000 рублей. Юлия Великодная, Григорий Николаев, Якутск. Сегодня День крещения Руси. 1032 года назад произошло судьбоносное событие – принятие христианства в качестве официальной религии древнерусского государства. Вместе с христианством на Русь пришли письменность и книжное просвещение, культура и образование. Трудами наших предков началось строительство православных храмов и монастырей. Сегодня в Якутске прошла праздничная божественная литургия в Преображенском кафедральном соборе. Во всех храмах Русской Православной Церкви в полдень по местному времени был совершен колокольный звон. Он был слышен и на якутской земле.
Французская музыкальная труппа придумала лучший способ дистанцироваться от зрителей во время ограничений из-за COVID-19. Она дает концерты, курсируя по глади озера. С середины июля артисты дают концерты в старинном имении Рикибур на севере страны. Подробности у Анастасии Дмитриевой. На фоне замка XVIII века и пасущихся коров певица Эвелин Зу гребет веслом среди водяных лилий, а пианистка Сесиль Вутер играет классику Шопена, Мариса Равеля и Клода Дебюсси на своем плавучем рояле. Французская труппа «Пиано дю Ляк» опасалась худшего в этом году, не зная, когда снова выступит после того, как коронавирусные ограничения вынудили их отменить 2 тура. Но коллектив, который организовал шоу на плоту, сделал ставку на летний сезон и снова начал гастролировать с середины июля, на этот раз для социально дистанцированных зрителей в масках. Вокалистка Эвелин Зу рассказала, что задумка создать плавучий инструмент принадлежит изобретательному французскому музыканту. Изначально это идея Воэля Мартена, страстного любителя фортепиано. Он создал множество машин с роялем. Однажды он играл на пляже и сказал: «О, было бы действительно здорово, если бы рояль плавал по воде». И сделал такой рояль. Владелец замка Рикибур на севере страны Жан-Франсуа Маркье принял группу у себя в имении, чтобы поддержать работников культурного сектора. Есть много правил безопасности для здоровья, которые нужно соблюдать. Но если мы не поддержим артистов, что с ними будет? Пианистка Сесиль Вутер, которая стремится принести классическую музыку в сельскую местность, где концертных залов не так много, сказала, что на этот раз взаимопонимание с аудиторией было гораздо сильнее. Я чувствую атмосферу, которая, не то чтобы электрическая, но лично я взволнована в этом году гораздо больше при виде людей, которые пришли, несмотря на всю эту ситуацию. Франция оказала финансовую поддержку работникам сферы искусства и культуры, многие из которых потеряли работу во время эпидемии коронавируса. Правительство пытается помочь представителям отрасли, работающим по временным контрактам. В сегменте заняты 1 300 000 человек. Среди них танцоры, комики, сценографы, кинематографисты и организаторы фестивалей, работа которых связана с сезонными событиями. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что хочет продлить выплаты по страхованию от безработицы с конца августа. К этой минуте у меня пока вся информация. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Оставайтесь с нами.